этих кадрах фильма «Снайпер Саха» режиссера Никиты Аржакова ожесточенные бои летом 1942 года под Ржевом. Именно тогда фамилия меткого якутянина Федора Охлопкова стала известна всему Калининскому фронту. Сержант без промаха, грозный мститель, так называли Федора Охлопкова военные корреспонденты. Армейская газета «Защитник Отечества» писала: Ф.М. Охлопков был в самых жестоких боях. У него острый глаз охотника, твердая рука шахтера и большое горячее сердце. Немец, взятый им на прицел, мертвый немец. На счету якутского стрелка 11 снайперских дуэлей, в каждой из которых он вышел победителем. Сослуживцы утверждали, Федор уничтожил больше 1000 немцев, используя при этом, кроме снайперской винтовки, трехлинейку и пулемет. Однако официально в его снайперской книжке числится 429 поверженных врагов. Обстановка не всегда давала возможность засчитать результат. 5 мая 1965 года, проходя мимо клуба родного поселка Крест-Хальджай, щуплый невысокий мужчина услышал радиосообщение. За образцовое выполнение боевых заданий на фронтах Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и мужество присвоить звание Героя Советского Союза сержанту запаса Охлопкову Федору Матвеевичу. Подумалось, бывает же совпадение, полный тезка. Охлопков даже представить не мог, что высокое звание присвоено именно ему. На тот момент Федору Матвеевичу было уже 57 лет. Но вскоре за героем прибыл вертолет, чтобы отвезти на награждение в Якутск. Из-за внезапности и спешки Охлопков вылетел в чем был, в сапогах и в рабочей одежде. Он все еще не верил, что это не ошибка и не совпадение, хотя в Крест-Хальджай уже летели поздравительные телеграммы от генералов и маршалов. Охлопков был убежден, что воевал как все и не сделал ничего особенного. На деле приемы и методы якутского снайпера профессионалы изучают до сих пор. В родной республике Саха он национальный герой, а для армии настоящая легенда. Встать! Вперед! 5 декабря перешел в наступление Калининский фронт. 6 декабря ровно в 6 часов утра, за 3 часа до рассвета, без артиллерийской и авиационной подготовки, двинулись вперед стрелковые части 30-й, 1-й ударной и 20-й армии Западного фронта. На этих кадрах киноэпопеи «Битва за Москву» Юрия Озерова поворотный момент Великой Отечественной войны. Надежды Гитлера на блицкриг провалились. После тяжелых потерь и отступлений Красная армия нанесла у стен Москвы сокрушительное поражение немецко-фашистским полчищам. В эти декабрьские дни 1941 года Федору Охлопкову и его двоюродному брату Василию выпало участвовать в битве за Москву. Для жителей далекого якутского поселка Крест-Хальджай это было огромное событие. От родного поселка до Якутска призывники ехали неделю по тайге и по реке Лена. А затем уже поездом до Свердловска, где формировалась их 375-я стрелковая дивизия. До сих пор Федор даже не представлял, как огромна его родина. Только он понимал русский язык и говорил слабо на русском языке. И то вот благодаря тому, что в 1932 году его призывали вообще, отправляли по призыву комсомола на золотоносный Алдан, на шахтную работу. Вот как раз вот я нашел документы в Национальном архиве Республики Саха-Якутии. Вот прям как раз 19 номером стоит он. Вот поэтому он понимал русский язык отечественно. А брат Василий вообще плохо знал или вообще не знал. С братом Василием договорились держаться вместе и попросили командира, чтобы дал им пулемет.
Командир пообещал и 2 недели, пока добирались до Москвы, терпеливо объяснял братьям устройство пулемета Дегтярева. Но не этому оружию суждено было стать самым смертоносным в руках Федора Хлопкова. Он владел пулеметом Дегтярева, ручным пулеметом, стрелял из миномета. Особенно метко стрелял из противотанкового ружья. Так, ржавого 19 взвода, говорят, уничтожил с этого ружья. Так, и еще автоматом, пулеметом, ПТРом. И стреляли еще вот из 45-миллиметровой пушки. Вот такими видами оружия он владел, можно сказать, спокойно. Мог сражаться. 12 декабря 1941 года первые эшелоны дивизии прибыли на станцию Кулицкая, недалеко от Калинина. Теперь город называется Тверь. Дивизия должна была наступать во втором эшелоне, форсировать Волгу у деревни Краснова, перерезать пути отхода противнику на запад и выйти на юго-западную окраину Калинина. 12 декабря 1941 года они как раз вступили, можно сказать, в первый бой. Это под Калинином, городом, нынче Тверью, да? И в это время как раз вот назначили нам моего отца первым номером ручного пулемета, а вторым номером его брата, двоюродного брата Василия Дмитриевича. Под угрозой окружения к утру 16 декабря 1941 года немцы оставили Калинин. 29-я армия, в составе которой воевали братья Хлопковы, перешла в наступление. Следующей целью стало освобождение города Старицы. От этого зависел успех не только армейской, но и фронтовой операции. Враг, занявший оборону на окраине города, упорно сопротивлялся, стремясь сохранить за собой город и дорогу на Ржев. 2 суток, не смыкая глаз, братья Хлопковы двигались в первой цепи своего батальона, часто зарываясь в колючий снег, давая короткие очереди по фашистам. 2 суток без перерыва длился жаркий бой с участием танков и самолетов. Преследуя отступающего противника, бойцы 375-й дивизии освободили сожженные дотла села Семеновское и Дмитровское, заняли охваченную пожаром северную окраину Калинина. Стояли трескучие морозы, как в родной Якутии. Дров вокруг было много, но не хватало времени разжечь костер, и братья Хлопковы грели руки о ствол пулемета. За 2 суток боев их полк захватил много трофеев: автомашины, танки, пушки, пулеметы, сотни тысяч патронов, а главное – штабные документы. И Федор, и Василий были в приподнятом настроении. Еще бы, враг отступает. И вдруг разрывная пуля немецкого снайпера наповал сразила Василия Хлопкова. Держась за окровавленную грудь, он упал на колени и уткнулся лицом в обжигающий колючий снег. Когда Федор подбежал, брат уже не дышал. Стянув с головы шапку и не замечая мороза, Федор не сдерживал слез. Его трясло. «Гады, отомщу! Слышите? Я отомщу!» В том бою 1 января 1942 года из пулемета Федор уничтожил 27 гитлеровцев. Он и не предполагал, что его клятва вызовет большой резонанс в дивизии. И больше того, комиссар дивизии полковник Айнутдинов напишет о ней в политдонесении. Интенсив. Почти целый месяц, говорят, без домофона. Ни с кем не разговаривал, только команду слушал, отвечал на вопросы «да» или «нет», и все. Вообще, в таком волчном шоке, говорят, был. 375-ю дивизию вскоре вывели на переформирование. С 13 января 1942 года она уже в составе другой, 30-й армии, участвовала в Ржевско-Вяземской операции, одной из самых кровопролитных за всю войну. Историки до сих пор затрудняются дать точную оценку потерь Красной армии в ходе этих боев. Страшное сражение под Москвой. Это Ржев, мясорубка, одним словом. Там дивизия на дивизию шли, прямо штуковую, вперед. Люди, дивизия заходит в атаку, а вечером уходит 1-2 человека. Это 10 тысяч человек уже нет. Однополчане шутили, что Хлопков заговоренный. За 3 месяца боев был трижды ранен, но раны заживали словно сами собой.
Всякий раз Федор отказывался идти в медсанбат, врачевал себя сам. В Ржеве было сражение год, 2 месяца. И там померло 1 миллион солдат и офицеров советской армии. 1 миллион, маленький городочек. И вокруг этого городка, он больше года служил. Как остался жить у Хлопков в этих таких страстных Карабахах, боя никому не понятно. У него какая-то звериная интуиция, нечеловеческая. Нагнулся, пуля выше летит головы. Необыкновенное такое чутье. В тот момент Охлопков не думал, как выжить. Он жаждал отомстить. И когда в мае 1942 года, после 3-го ранения, Федора решили командировать на снайперские курсы, обрадовался. Его не оставляла мысль, что он сможет быть на равных с тем фашистом, что послал пулю в грудь брата. Кое-кто из товарищей пытался отговорить Охлопкова: зачем менять специальность? Пулеметчик ты отличный, а снайперы долго не живут. Профессия снайпера, она смертельно опасная, потому что он всегда на передовой. И даже когда идет оппозиционная война, там мало кто из снайперов выживал. Там, то, что когда откуда пошел выстрел, немцы сразу накрывали артиллерийским минометным огнем. И в этой мясорубке выжить было очень сложно. Но Охлопков никого не слушал. На фронт он вернулся в августе. В боях под Ржевом Федору выпало отличиться еще не раз. За участие в жестокой схватке с врагом на правом берегу Волги в районе деревень Сшиматовка, Овсянкино, Петровская командира отделения роты автоматчиков 1243-го стрелкового полка Федора Охлопкова впервые представили к награде – медали за отвагу. 27 августа 1942 года в наградном листе командир 1243-го полка написал: Федор Охлопков, будучи отличным снайпером, при обороне деревни Инчиково проявил героизм. Невзирая на минометный и артиллерийский обстрел, умело замаскировавшись, из простой винтовки уничтожил 29 фашистов и 1 офицера. Товарищ Охлопков был легко ранен в голову, но остался в строю, выполняя задание по снятию фашистских наблюдателей. Охлопков своей храбростью не раз в трудную минуты боя останавливал паникеров, воодушевлял бойцов, вел их опять в бой. Командование посчитало, что подвиг Охлопкова достоин более высокой награды – ордена Красной Звезды, но вручить ее Федору не успели. На следующий день, 28 августа, он был контужен и отправлен в госпиталь. В октябре 1942 года, после выздоровления, снайпера перевели в 234-й полк 179-й дивизии 43-й армии. Он участвовал в завершающем этапе Ржевско-Сычевской наступательной операции. Только за первую неделю в новой дивизии уничтожил 11 гитлеровцев. А 27 октября 1942 года в бою за село Матвеево сразу 27. В этом эпизоде фильма «Снайпер Саха» режиссера Никиты Аржакова, герой, прототипом которого стал Федор Охлопков, демонстрирует мастерство маскировки. Оно было одним из главных козырей снайпера. Однажды Федору пришлось притвориться убитым и весь день неподвижно пролежать на нейтральной полосе в открытом поле, чтобы выследить вражеского снайпера. Подобная охота требует особых физических данных и специальной подготовки. Спустя 5 часов Охлопков поразил вражеского снайпера, замаскировавшегося под насыпью в водосточной трубе, точным выстрелом. Откуда он раздался, немцы даже не заметили. После Федор пролежал на позиции до вечера и под покровом темноты беззвучно отполз к своим. Но он такой был человек настырный и спокойный. Он мог притвориться мертвым и лежать целых 2-3 дня на одном месте. Потому что вот это бойцы и снайперы были очень крепкие охотники, крепкие мужчины, и терпеливые, спокойные и так далее.
И они все свои действия планировали. Это привычка от охоты. У каждого якутского мужика было это. В 6-летнем возрасте Федор Охлопков потерял мать, а через 2 года и отца. Оставшись круглым сиротой, взял на себя заботу о младших, брате и сестре, ставил селки на зайца, а в 9 лет уже неплохо стрелял из старого кремниевого ружья. Умело пользовался всевозможными самострелами, ловушками, капканами, самостоятельно охотился на мелкую дичь. В 21 год он стал председателем первого товарищества по обработке земли в родном Баягантайском Наслеге. Он, как активный комсомолец, в 1932-1933 годах, значит, по призыву как раз обкома комсомола отправился на Алдан. Алданские прииски золотые. Охлопков работал на прииске откатчиком-мотористом. В свободное время учил русский язык и занимался в кружках ОСА-Авиахима. Выполнил норматив ворошиловского стрелка, что по тем временам считалось недосягаемой высотой. Вернувшись домой в 1936 году, Федор работал в колхозе, ставил рекорды. Вместо нормы в 5000 снопов в сутки вязал до 10 тысяч. Удостоился звания стахановец. А поставив на ноги младших брата и сестру, решил жениться. В 1936 году отец поехал и привез жену, по-моему, на лошадях. Это было где-то весеннее время, когда еще снег не таял. А когда у нас летом, осенью и весной непроходимые места. Вообще дороги не было. Только на лодках, лошадях. Привез мать, как заходит, просто «Здравствуйте», это, наверное, представилась. Невеста зашла, они как познакомились, и прямо воспоминания Александры Федоровны Охлопковой, вот нашей младшей сестры отца. Там есть, как зашла она, мы сразу подружились, и когда она зашла, вот, говорит, как приданная, она привязала свою корову. В этом доме размером 6 на 8 метров молодожены начали совместную жизнь. Отец и мать. В этом комнате там жили дети, и здесь было как столовая, это прохожка. Мы уроки читали здесь и здесь, вот этой комнате. В основном здесь. А печка вот так стояла, за печкой там кровать была. Мы, мальчики, здесь спали. Роман, Николай и Иван. И здесь 2 кроватки было. Про эту печку в старом доме, где так уютно потрескивали дрова, Федор часто вспоминал на фронте, лежа в засаде на холоде, который пробирал до костей, и не сводя глаз с участка, на котором в любой момент могла появиться цель. Мастер огня, грозный мститель Федор Охлопков быстро прославился не только в 179-й дивизии, но и во всей 43-й армии, с каждым днем увеличивая свой боевой счет. Один раз опять идет в атаку, пулемет немецкий, автоматчики, винтовки, все стреляют противники-то. Наши идут в атаку, и заработал пулемет немецкий. И наши все залегли. И командир кричит: Охлопков, давайте сними пулеметчик. Он 2 раза выстрелил, пулемет замолк. И все пошли в атаку. И там, через час, наверное, через 2, после когда уже взяли этот окоп, командир подходит и смотрит. 2 пулеметчика держат около пулемета, и оба в глаз попадают. Вот Охлопков молодец. Оба в глаз, как белку в глаз. Уже к 18 декабря 1942 года Федор Охлопков уничтожил 99 солдат и офицеров противника, о чем писала газета 43-й армии «Защитник Отечества». Узнав о метком Якуте, фашисты даже объявили на него охоту. Они хотели вообще уничтожить его, конечно. Вот даже с самолетом разбрасывали листовки, что, мол, Охлопков, сдавайся, все равно мы тебя убьем. Обещали своим солдатам,
и офицерам. За голову Охлопкова 10 тысяч марок. По громкоговорителю, вот как раз вот с окопа, тоже вот угрожали несколько раз, что, мол, азиат, русский азиат, ведет бои нечестные и так далее, и так далее. Лучше сдавайся, идите к нам, обещали всякое благо. Он взял-то и стрелял, разбил сразу это громкоговоритель. Вот, одним выстрелом. Вскоре Охлопкова вызвал к себе командир батальона и сообщил: на их участке фронта со стороны немцев действует снайпер АС. За один только день 7 выстрелами убил 7 наших солдат. Федору стало ясно: противник выманивает его на дуэль. Охлопков принял вызов. Ночью на нейтральной полосе Федор вырыл и замаскировал окоп. Его помощники, которых Охлопков привлек для охоты за снайпером, устроились немного в стороне. Как и было условлено, в 8 часов 12 минут в окопе в сотни метров от Охлопкова его помощники на штыке приподняли солдатскую каску. Из леса раздался выстрел, но вспышку засечь не удалось. И все же Охлопков решил, что вражеский снайпер облюбовал себе место на сосне. Федор впился взглядом в подозрительное дерево с раздвоенным стволом, осматривая каждую ветку. Он понимал, враг в этот момент тоже высматривает цель. Кто кого? Все решит единственный выстрел. Вдруг зоркий глаз таежного охотника в бинокль различил носок начищенного сапога. Но все остальное скрывали ствол и толстые ветки. Охлопков терпеливо ждал. Через полчаса в том же месте, где приподнимали каску, появилась перчатка, затем вторая. Со стороны казалось, раненый человек пытается выкарабкаться, хватаясь рукой за бруствер. Немец клюнул на эту хитрость. Среди ветвей мелькнули сначала часть лица, затем дуло винтовки. Оба снайпера, наш и немецкий, одновременно нажали на спусковые крючки. 2 выстрела с нашей и с немецкой стороны слились в один, и фашистский ас головой вниз полетел на землю. Вскоре 179-я дивизия, в которой служил Охлопков, была переброшена на Первый Прибалтийский фронт. Изменилась обстановка, изменился пейзаж. Ежедневно отправляясь на охоту, с декабря 1942 года по июль 1943 года Охлопков уничтожил 159 фашистов. В многочисленных поединках с немецкими снайперами Федор ни разу не был ранен. 11 ранений и 2 контузии он получил в наступательных и оборонительных боях. Меткого якутского стрелка нередко приглашали на другие участки фронта, где действовали снайперы противника. Один из них убил 8 советских солдат и офицеров. Сержант Ардахов по вашим приказаниям прибыл. Вольно. Поступил приказ из штаба дивизии. Сержант Ардахов, вас направить в 62-ю стрелковую дивизию. Там работает очень сильный снайпер. Никому покоя не дает. Охлопков попросил показать тела убитых и внимательно изучил ранения. Примерно определили, на каком месте может он находиться. А потом вот на бруствере окопа лопатой вот продырял маленькое окошечко, и отсюда он снайперской винтовкой вот наблюдал оптикой. А немец уверен в себе, что вот тут противника нету, хорошего стрелка. Вот лежал, и говорят, вот как раз спокойно, за камнем. Вот и снял его первым же выстрелом, снял, а потом вот последними 2 патронами 2 немецких офицеров, которые рядом там сидели спокойно и разговаривали как бургели. В декабре 1942 года командир полка майор Ковалев представил снайпера к награде – медали за боевые заслуги. Но командование 43-й армии наградило Охлопкова уже 2-м орденом Красной Звезды. Из наградного листа. В боях с немецким фашизмом товарищ Охлопков показал себя смелым, храбрым, стойким бойцом Красной армии, обладающим мастерством сверхметкой стрельбы.
В боях за деревню Дурнево 18 октября 1942 года Охлопков метким огнем из своей винтовки расстрелял до 20 солдат и офицеров противника. В боевых операциях за овладение деревней Матвеево 27 октября 1942 года Охлопков со свойственным ему хладнокровием уничтожил 27 фрицев. В боях за деревни Дурнево и Матвеево, а также в предыдущих боях он уничтожил 87 фашистов. Скромный якутянин и не думал, что станет примером для других, но оказалось, перенять его опыт мечтают многие. Охлопков выходил на охоту и ночью. Стрелял по огонькам сигарет, по голосам, по звону оружия, котелков и касок. В памятке снайпера, выпущенной политуправлением фронта, обобщался опыт бывалого стрелка, давались советы от его имени. В нашем деле все годится. Подбитый танк, дупло дерева, сруб колодца, сток соломы, печь сгоревшей избы, убитая лошадь. Не бойся ходить в тыл врага. Не руби топором там, где нужна игла. В тыкве надо быть круглым, в трубе длинным. Пока не увидишь выхода, не входи. Уже в начале 1943 года Охлопков оказался в списке 40 лучших снайперов Калининского фронта. По результативности значился 12-м. Высшее достижение имел Александр Зимин. На его счету было 285 фашистов, а счет Охлопкова равнялся 147. Обычный стрелок никогда не думает, что надо поправку на ветер тогда, на расстояние, на движение. А отец славится тем, что он в движении попадал. Если человек бежит, трудно же попасть, вообще человек. А он умудрялся даже там, где целился, там и попадал. Чтобы поверженного врага засчитали, в рапорте требовалось как минимум 3 подписи. Самого снайпера, наблюдателя-корректировщика, который работал в паре со снайпером, и командира. Если хоть одной подписи не хватало, поверженная цель не засчитывалась. Но статистика мало волновала Федора. Он вел свой личный счет. Счет мести. Там на фронте его вот называли стрелком с кошачьими глазами. Ночью он хорошо, очень зорко его хорошо видел. Поэтому вот стреляли ночью. Погоньковый. Сколько там сижу, тоже никто не знает. Вот если все это приплюсовать, сколько было бы? Никто не знает. Ну, по-моему, до 1000 человек было бы. А его, по его словам, по его вот словам своего отца, да, примерно 700-800 человек. Ну, он человек скромный был очень. Поэтому с ним, наверное, свой счет. Как дела сегодня? Одного уничтожил товарищ командир полка. Артиллеристы доложили нам 2. Один фриц сильно кричал. Ну и пусть кричит. Раз он кричит, значит еще живой. Я таких в счет не беру. Как-то Охлопкову привезли от командующего фронтом подарок – узкий и длинный ящик. Федор раскрыл посылку и замер от восторга, увидев снайперскую винтовку новой модели с оптическим прицелом. Был день, светило солнце, но Охлопкову не терпелось обновить оружие. Еще с вечера он приметил фашистский наблюдательный пункт на трубе кирпичного завода. Ползком добрался до окопов боевого охранения, перекурив с бойцами, отдохнул и прополз еще дальше. Онемело тело, но он 3 часа лежал, не шелохнувшись, и, выбрав удобный момент, с одного выстрела снял наблюдателя. Счет мести Охлопкова за брата все возрастал. Вот выдержки из дивизионной газеты. 14 марта 1943 года. 147 уничтоженных фашистов. 13 января 1944 года. 309. 7 июня 1944 года. 420. 7 июня 1944 года командир полка представил сержанта Охлопкова к званию Героя Советского Союза. Но какая-то промежуточная инстанция не утвердила представление, заменив золотую звезду на орден Боевого Красного Знамени. А в первый день операции «Багратион» по освобождению Белоруссии 23 июня 1944 года
В боях на подступах к Витебску Охлопков получил 12-е по счету ранение. Шел бой за деревню Шумилино. Охлопков поддерживал штурмовую группу, которая залегла под ураганным огнем. Федор ликвидировал 2 пулеметных расчета и расчет противотанковой пушки противника. Затем повел бойцов в обход высоты, на которой находился наблюдательный пункт врага. Вдруг почувствовал резкую боль в груди. Он покачнулся и, не видя куда, пошел с переднего края в обратную сторону. Командир окрикнул его: «Федор, Охлопков, стоять! Вперед, в атаку!» Но тот не слышал и, держа винтовку наперевес, шатался, как пьяный. Командир, вдруг догадавшись, бросился к своему знаменитому стрелку. «Федя, что с тобой?» «Зацепило», — еле слышно промолвил снайпер. Командир только теперь увидел. Разрывной, на вылет. Федор упал и затих. Времени отправить его в медсанбат не было. Снайпера накрыли плащ-палаткой и продолжили наступление. Когда бой утих, весть о смертельном ранении пронеслась по дивизии. Друзья пришли проститься с легендарным однополчанином. Один из них решил платком вытереть грязь и песок с лица Охлопкова. Откинул плащ-палатку и вдруг понял – дышит. Он жив, ребятушки, он жив. Сквозная рана долго не заживала. К весне 1945 года Федор поправился, но на фронт уже не вернулся. Прямо из госпиталя его направили в школу сержантского состава 15-й Московской стрелковой дивизии, где он прослужил с апреля по август 1945 года. В составе сводного батальона войск Первого Прибалтийского фронта, который вел командующий фронтом генерал армии Иван Баграмян, Федор Охлопков принял участие в параде Победы в Москве на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года. Среди этих солдат в сомкнутом парадном строю шагал Федор Охлопков, лично уничтоживший 429 фашистов. После демобилизации в 1945 году Федор возвратился в Якутию. Его встретили как героя. 10 февраля 1946 года Охлопкова избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР. Он несколько лет работал заведующим военным отделом Татинского райкома партии. Вскоре за активную патриотическую работу Федора Матвеевича наградили почетной грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Фронтовики, знавшие о рекордном боевом счете Охлопкова, недоумевали, почему ему не присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Журналист Дмитрий Кустуров взялся восстановить справедливость и отправился в Центральный архив Министерства обороны. И мне посчастливилось найти военные газеты, считать документами. О нем были информации, даже очерки, зарисовки. И документов набралось. Знаете, для солдата много, это очень легендарно. 132 документа, если считать газетные заметки за документ. Минуло 2 мирных десятилетия. Федор Охлопков трудился директором Татинской конторы по добыче и заготовке пушнины, затем управляющим районной конторой якутского мяса Треста. Его жена Анна Николаевна родила 10 сыновей и дочерей и стала матерью героиней. Приближалось 20-летие Победы. Страна впервые готовилась отметить его как государственный праздник. В Москве у стен Кремля торжественно открыли мемориал «Вечный огонь». Во всех регионах отмечали своих героев-земляков. Если бы я не шумел, обком так, отдел пропаганды, я каждый день звонил, что опаздываем. Надо выдвинуть все по партийной линии. Как мне советуются знающие люди. Вот так.
Так оно в точку попали. Так и получилось, что он 20-летию Победы он получил в числе 5 живых. А вот Федор Матвеевич Соколов получил указ вон. 6 мая 1965 года сержанту запаса Федору Охлопкову указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Грудь Федора Матвеевича украсила золотая звезда. В марте 1968 года, когда отмечалось 60-летие Охлопкова, в его адрес пришли приветствия от тысяч людей, среди которых были поздравления от маршалов Ивана Баграмяна, Василия Чуйкова, героя Советского Союза Алексея Моресьева, от многих боевых сослуживцев. К сожалению, судьба отпустила Федору Охлопкову совсем немного. Сказались многочисленные ранения и контузии. 28 мая 1968 года в возрасте 60 лет прославленный якутский снайпер покинул этот мир и навсегда ушел в край вечной охоты. На одном из своих последних выступлений в Калининском доме офицеров перед солдатами и офицерами гарнизона Федор Матвеевич скромно, но с достоинством сказал: «Я старался честно выполнить долг свой перед Родиной. Надеюсь, что вы, наследники всей нашей славы, достойно продолжите дело своих отцов». Незадолго до смерти, по приглашению Советского комитета ветеранов войны, герой Советского Союза Федор Охлопков вновь приехал в Москву. Побывал и на месте боев под Ржевом, где все выглядело таким мирным. И просто не верилось, что когда-то там пылали пожары, под огнем минометов плавились камни и металл. Среди множества могил героев, павших в боях за Москву, за которыми ухаживали школьники, Федор Матвеевич разыскал аккуратный холмик, место вечного упокоения своего брата Василия. Сняв шапку, долго стоял, молча, и, наконец, произнес: «Брат, я отомстил».